فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. Хвала Аллаху, хвала премногая, благая и благословенная. Я свидетельствую, что нет божества, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварища. Я свидетельствую, что наш господин Мухаммад — раб Аллаха и его посланник, которого он направил к людям. О рабы Аллаха! Я завещаю вам и своей грешной душе бояться Всевышнего Аллаха. Бойтесь Его и повинуйтесь Ему. Поистине, Аллах с богобоязненными и совершающими благие дела. Уважаемые мусульмане, наша религия ислам призвана сделать нас счастливыми в обоих мирах. Коран, который был ниспослан нашему пророку, мир ему и благословение Аллаха, сунна, которая явилась разъяснением Корану, все это призвано сделать счастливой нашу жизнь в этом и будущем мирах. То, что возложено на нас в религии, будь то обязательным ваджиб или желательным сунна, возложено, чтобы сделать нас счастливыми в обоих мирах. А то, что запрещено нам в нашей религии, запрещено для нас, потому что это может нанести нам вред в этом и будущем мирах. Аллах запретил нам то, что запретил, потому что запретное, греховное приводит нас к погибели как в этой, так и грядущей жизни. Запретное, греховное в исламе подразделяется на много категорий. Что-то является запретным в исламе, потому что оно наносит вред здоровью. Например, запрещено в исламе то, что портит разум человека. Другими словами, все опьяняющее, будь то спиртное или наркотическое средство, независимо, каким путем и в каком состоянии принимает человек эти средства. Все это запрещено в исламе, потому что человек перестает быть человеком. Он начинает уподобляться животному. Некоторые наивно полагают, что табакокурение допускается в исламе, раз в арабских странах люди курят. Тут нужно сказать, что богобоязненные ученые единогласно высказались о том, что табакокурение в любом его виде является харамным, греховным по исламу, потому что оно наносит вред здоровью. Ибо статистика говорит, что в мире ежегодно умирает до 6 миллионов человек из-за болезней, вызываемых курением. Существует неизлечимая болезнь – рак. Да убережет нас Аллах от этой болезни. Так вот, одной из главных причин, вызывающих болезнь рак, ученые посчитали курение. Вдумайтесь, всего лишь в одной сигарете, которую выкуривает человек, содержится 4000 химических веществ, которые наносят вред здоровью. И наиболее опасное из этих веществ – вещество, вызывающее у человека онкологию. Об этом говорю не я, а ученые мировых исследовательских центров, которые изучают проблемы и причины возникновения онкологии. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не вредите себе и другим». Всевышний Аллах сказал в Коране: «И не бросайте себя своими руками к гибели». В другом аяте сказано: «И не убивайте самих себя. Поистине, Аллах к вам милосерден». Некоторые также думают, видя, как в Мекке или в других арабских странах курят кальян, что он разрешен в исламе, раз его курят арабы. Нет, не разрешен. Наоборот, он наносит организму еще больше вред, чем сигарета. Принцип устройства кальяна основан на вдыхании влажного дыма, прошедшего через воду. Этот дым буквально прилипает к легким. Это наносит вред твоему здоровью. Так что и кальян является запретным в исламе. Как мы уже сказали, не только обычная сигарета является запретной, но и появившаяся в последнее время очень непристойная вещь – электронная сигарета, которая дымит подобно паровозу. Ее использование также является запретным, запрещенным в исламе. И тот, кто курит такую сигарету, совершает греховный поступок. Тот, кто сейчас присутствует здесь и слышит этот разговор, пусть передаст это другим, кто использует подобные и другие изделия табакокурения. Это действие является греховным в исламе и совершенно недопустимым. Более того, братья, мы и раньше в наших проповедях говорили об этом. Чем меньше будет становиться наше благонравие, тем слабее будет становиться наша религия. Потому что благонравие, по словам пророка, мир ему и благословение Аллаха, это половина религии.
то уважительное отношение к старшим, которое было в нашей юности, уже становится редкостью, братья. Это прежде всего наносит урон нашей религии. Главным фактором сохранения религии среди нашего народа стали наши красивые нравы, традиции, те отличительные качества чеченца, которыми славился наш народ. Словно стражники, они, наши вековые традиции, охраняли нашу религию. Посмотрите на другие страны, на другие народы. Есть ли в современном мире такие красивые нравы, как у нас? Я около 10 лет провел в арабском мире. Например, относительно гостеприимства. Ни у одного народа я не видел такого красивого гостеприимства, как у нас. Вы не найдете нигде, чтобы оказывали такой почет и уважение гостю, как это делает наш народ. Также вы не найдете пример скромного, уважительного отношения детей по отношению к своим родителям, как в нашем народе. Или наоборот, скромное, уважительное отношение родителей, отца, по отношению к своим детям, как это принято в нашем народе. Вы нигде не найдете пример такого строгого и уважительного отношения в семье, как у нашего народа. Все это с течением времени ослабевает в нашем обществе. Во времена нашей юности, помню, жених 3 дня и ночи как минимум не показывался на глаза своему отцу, стыдясь его. Стыдливость относится к иману. Иман окажется в раю, а тот, у кого нет стыдливости, у него слабая вера. В последнее время в нашем обществе стала распространяться мода на всякие церемонии, присущие представителям других народов и других конфессий. Например, отец присутствует во время свадебной церемонии своей дочери, буквально провожает ее, или же дядя, или брат, на все той же свадебной церемонии успокаивают волнующуюся невесту. Клянусь Аллахом, такого никогда раньше не было в нашем народе. Это то, что сеет бесстыдство в семье. Это то, что разрушает нашу доблесть, нашу мужественность. Наши отцы ушли в мир иной, охраняя и соблюдая славные традиции и обычаи нашего народа. И поэтому мы должны продолжить их путь. Кто-то может возразить: это же разрешено в исламе. Имеется в виду такое поведение родственников на свадебной церемонии дочери или сестры или племянницы. Тут нужно отметить, что традиции, которые мы соблюдаем, этикет, который испокон веков соблюдался нашим народом во время свадебной церемонии, не противоречит исламу. В шариате нигде не сказано, что, например, для отца девушки является обязательным, ваджиб, или сунной желательным личное присутствие во время проведения обряда никах, бракосочетания, то есть без вакиля, поручителя. Это не определено шариатом. Если говорить, разрешено ли личное присутствие отца девушки во время заключения брачного договора, то да, разрешается. Но это не является ни обязательным, ни желательным с точки зрения шариата. Согласно нашим обычаям, нашим нравам, отец девушки уполномочивает своего вакиля, поручителя, чтобы тот провел обряд бракосочетания, то есть выдал замуж за такого-то человека. В шариате есть такое. Это подходит нашим традициям, и это не против шариата. Поэтому, говорят ученые-алимы, которые довели до нас шариат, традиция, которая не противоречит шариату, должна соблюдаться. Это является славным деянием, в том числе и в нашей религии. Много моментов в исламе, чтобы вы знали, когда то или иное действие шариат оставляет в компетенции традиций и обычаев того или иного народа. Например, хиджаб должен быть таким, что у женщины, надевшей его, должны быть видны только лицо и кисти рук. Также хиджаб не должен быть ярким, просвечивающимся и обтягивающим. Все это сказано в шариате, но основа одеяния отнесена к традициям народа. В шариате есть такое правило. То, что известно в народе как традиция, равносильно поставленному условию в шариате, то есть имеет такую же силу с точки зрения шариата. Поэтому ученые-алимы говорят, что традиция, соответствующая исламу или не противоречащая ему, ни в коем случае не должна быть отменена в обществе, потому что это повлечет за собой разлад в обществе, разногласия. Поэтому мы должны соблюдать славные традиции нашего народа. Мы, братья, должны остерегаться того, чтобы у нас распространилось бесстыдство. Если мы обратимся к нашей истории, к красивым обычаям и традициям наших предков, если мать, идущая со своим грудным ребенком, видела, что навстречу идет всадник,
то она клала своего ребенка на землю. Всадник же останавливался, и если этот ребенок оказывался мальчиком, то он дарил ему имеющееся при себе оружие. Такими высокими нравами обладали наши предки. Поэтому посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что поистине Аллах любит высокие смыслы в отношениях между людьми в их традициях. Но Аллах не любит неподобающих вещей. Если посмотреть на наши обычаи и традиции, то 99% из них, можно сказать, соответствуют шариату, то есть имеют основания в шариате, или как минимум ты находишь их непротиворечащими шариату. Имам Ахмад бин Ханбаль, основатель одного из 4 мазхабов, ученик основателя нашего шафиитского мазхаба имама Аш-Шафии, однажды увидел человека с накидкой в полоску. По обычаям того общества, в котором жил имам Ахмад, одежда в полоску не приветствовалась, считалась зазорной. Имам Ахмад сказал тому человеку: «Если бы ты жил на Аравийском полуострове, то я не посчитал бы неприемлемым, зазорным это твое одеяние. Я не говорю, что подобная одежда в полоску является запрещенной в исламе, но то, что она является нежелательной, однозначно, так как общество, народ не привык, чтобы его представители носили подобную одежду». Таким образом, имам Ахмад бин Ханбаль, считавшийся в свое время имамом Ахлю-Сунны, осудил ношение одежды, которую не принято было носить в том обществе. В нашу республику приезжал Хабиб Омар, большой ученый, потомок пророка, мир ему и благословение Аллаха. Он спросил после совершения обязательного намаза: «Вы сразу после фард-намаза совершаете дополнительный намаз?» И ответил: «Да, совершаем». На что он сказал: «Тогда не будем нарушать традицию вашего народа. Совершим дополнительный намаз, так как вы его совершаете, то есть сразу после обязательного». Это человек, у которого огромные познания в шафиитском мазхабе, он, приближенный Аллаха и потомок пророка, мир ему и благословение Аллаха. Так вот, он поступил в этой ситуации так, как принято у нас. В шариате, в 4 мазхабах, имеется 2 мнения по данному вопросу. Дополнительный намаз можно совершить сразу после обязательного, не читая обряд тасбих. Или же его можно совершить после чтения обряда тасбих. И в одном, и в другом случае вознаграждение за их совершение полагается одинаковое. Наши ученые-алимы с давних времен следуют тому, что после совершения обязательного намаза коротко произносится восхваление Аллаха, и затем сразу совершается дополнительный намаз, а уже затем совершается обряд тасбих. Так вот, приехавший к нам издалека этот большой ученый, приближенный Аллаха, Хабиб Омар, последовал нам в этом вопросе, потому что новшество разделяет верующих. Поэтому подобные моменты нужно строго учитывать. Пусть Всевышний и Всемогущий Аллах дарует нам красивые нравы, при соблюдении которых Он будет доволен нами. Произнеся эти слова, я прошу великого Аллаха даровать прощение мне, вам и всем остальным мусульманам. Так молите же Его о прощении. أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون